утро, Эрдик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, у нас раннее утро, я хочу сейчас приготовить нам завтрак. Как вы знаете, я уже на правильном питании и готовлю одновременно, параллельно два блюда всегда, и на обед, и на ужин, и на завтрак. Себе одно, а для них другое. Ну и с вами покажу, что сегодня буду делать. Сегодня мы будем делать фаршированные блины. Сейчас я направлю камеру, и мы с вами поговорим и будем делать блины. Так, ну вот, друзья, значит, как я сказала, будем параллельно печь блины. Для обычных блинов у меня тут пол-литра молока и пол-литра сыворотки. Вы знаете, что я всегда делаю так. Значит, сюда мы еще 3 яйца, наверное, добавим. Так, сейчас. Для себя я буду делать блины на рис, из рисовой муки, а обычные так обычные. Так, значит, чайную ложечку соли, чайную ложечку соды и сахар чуть-чуть. Так, и чайную ложку сахара, но мы блины не едим как бы сладкие, поэтому немножечко только сахара. Так. И немножко растительного масла. Ну, сколько? 50 примерно миллилитров, может быть, 30-50, я просто на глаз. Все. Сейчас я пока это тесто приготовлю. И нам еще нужно сделать начинку для блинов. Я вам скажу честно, мы с начинкой я готовила буквально недавно, а так никогда с начинкой блины не ели. Ну, у меня на правильном питании есть рецепт, именно с начинкой рекомендуется мне блины есть, с начинкой из фарша, с капустой, с морковью, с луком или слабосоленой семгой и с сливочным маслом. Ну, я ем и так, и так. Сегодня будем делать, значит, вместе с фаршем. И для ребят тоже я сделаю с фаршем. Так, и, друзья, теперь я хочу сделать по отдельности, обжарить капусту, морковку и лук отдельно в сковороде. В отдельной сковороде хочу пожарить фарш. Немножко нальем, буквально немножечко водички. И теперь положим туда фарш наш. Поперчим, посолим. Все так на вкус. Можете добавить какие-то травы, если любите, на ваше предпочтение. Так, мне, конечно, снимать в этой импровизированной кухне немножко сложновато. Красный перец добавила, потому что, как вы знаете, неудобно, когда все не на месте. Так, теперь черный перчик добавим. Друзья, я с вами тут разговаривала уже и почти все тесто замесила и здесь все сделала. Оказывается, мой телефон и не записывал. Так что я даже не знаю, что я наговорила, что я поснимала. Короче, у меня тушится капуста. Сюда я положила буквально, где-то чайную, чуть больше чайной ложечки топленого масла. Налила чуть-чуть водички. Тут капуста, морковка и лучок тушится у меня отдельно. Фарш практически уже готов. Немножечко добавлю сюда тоже топленого масла. В принципе, можно много, но я для себя боюсь, потому что все-таки мне так много нельзя топленого масла.
Вот. И пусть теперь немножечко тоже. Потом соединю вместе, и начинка наша будет готова. А я тут распылялась, рассказывала все. Но не знаю, друзья. Посмотрю, послушаю. Если что-то будет повторяться, вы меня простите. Значит, друзья, сегодня в 5 часов утра моя сестра и мой брат выехали в Ставрополь, в Ставропольский край, вернее, не в сам Ставрополь. Мой племянник нашел врача, который когда-то лечил его отца. И он сказал, чтобы он привез мою сестру туда, в ихнюю клинику, и обещали ей помочь. Здесь уже, друзья, наши врачи ей не помогали. Не знаю почему, что, как, не могу точно вам сказать, но ей не было лучше, по-любому. Ну, сказать, что совсем врачи не помогли, я тоже не могу сказать. Конечно, все, что они могли, они делали, но все-таки племянник решил ее вывезти туда. Поэтому они поехали с утра, оказывается. Так, и они в 5 часов утра уже выехали, но я пока не звонила им, потому что в дороге, пока они в дороге, я боюсь ему звонить, пускай уж доедут, потом он обещался и сам мне перезвонить, и я надеюсь, у них все будет хорошо. По ходу сегодня, как буду снимать, если что-то еще поснимаю, то расскажу вам, как и что у них там идет. Так, а сейчас мы будем печь блины из рисовой муки. Так, мне нужно 300 мл воды. Свои блины я делаю на воде. Сейчас немножко тепленькой добавлю. Так, значит, мы сейчас соединим наши начинки вместе. Капуста полуготова. Фарш уже готов. Убавлю огонь и на медленном огне немножечко потушим все вместе. Надеюсь, видно. Пускай теперь на медленном огне это тушится. Так, эта мука пока не нужна, потом проверю, нужна или нет. Так, топленое масло мне еще нужно. Значит, здесь что мне нужно? 300 мл воды. Так, ну вот, друзья, значит, что мне нужно для этих блинов? 300 мл воды, 2 больших яйца, если маленьких, то 3 яйца, щепотка соли, 20-30 грамм или топленого масла, или оливкового масла. Я буду наливать оливковое масло, потому что везде топленое мне будет слишком нехорошо. Так, добавим. Так, водичка все-таки, мне кажется, холодная. Сейчас чуть-чуть разогрею воды. Видимо, я мало налила. Теплую мало налила. Так, друзья, и капуста с фаршем, короче, у меня готовы. Теперь добавим сюда зелень. У меня тут зелень петрушки, и на моем питании, друзья, мне нужно очень много зелени и очень много овощей. Ну, конечно, желательно овощей по сезону. Я стараюсь есть пекинская капуста у меня в рационе, редька, друзья, в рационе, свекольные салатики. Вот меня спрашивали, что в рационе. Я потихонечку вам буду показывать, что я готовлю. Может быть, кому-то будет интересно. Может быть, кто-то на моем примере хочет немножко и посидеть на правильном питании. Это, в принципе, не очень сложно, потому что мясные блюда можно
На блины тоже на рисовой муке, кукурузную муку можно, блинчики, оладушки готовить. Ну, конечно, сразу же отвыкать очень сложно. Так, и фарш наш готов. Сейчас переложу. И поставим остывать, пока мы будем печь блины, друзья. Так, друзья, это тесто у меня уже готово, но пока подождет. Поставила в сковородке разогреваться блинницы. Так, значит, тут я налила 300 мл воды, ну где-то 30-40 мл оливкового масла. Теперь сюда же 3 яйца. Так, больше не нужно. Щепоточку соли. Все. И 150 грамм рисовой муки. Пока приготовим, сначала я сделаю блины для мальчиков, а потом уже блины для себя. Так вот, друзья. Видите, вот такое вот тесто получается. Ну, а потом я вам покажу при выпекании, какое оно. Пока его отставим. Все тоже берем. Так. Сковородки я поставила. Делаем побольше огонь. И уже перед первым блином я немножко смажу сковородку все-таки. Потом уже не будем. Такие получаются ажурные. Ну и вот так вот я продолжу все, а потом подключусь. Так, друзья, и все. Эти блины у меня уже готовы. Вот сколько получилось. Но я их не все буду фаршировать, потому что не все любят у меня фаршированные блины. Так, друзья, а теперь будем печь блины из рисовой муки. Уже 3 блина у меня стащили.
У меня в гостях еще и внучок старший. Они хотят с малиновым вареньем уже. Спорят, едят так. Эту муку нужно постоянно, это тесто из рисовой муки нужно постоянно помешивать. Здесь первый смажу. Хоть он и не первый, но... Вот так вот, друзья. Эти я буду делать на одной сковороде. Ну, знаете, рис из рисовой муки мне очень нравится, блин. Вот из кукурузной не очень. И оладьи из кукурузной муки не очень-то я люблю. Но я в принципе не очень-то люблю кукурузную муку, если так по большому счету. Я ем, но вот прям вот такого вот как бы, что мне очень нравится, такого нет. Не тащи. Блин, до заворачивания уже заканчиваются. Просто эти комфорки горят не очень сильно, и именно вот эти блины на хорошем огне должны быть. Ну вот, блины наши готовы. Теперь будем их начинять. Мои блины, эти блины уже, как видите, перетаскали почти все. Так, вот так, наверное. Так. Блины получились очень тонкие, нежные. Ажурные, как видите. Вот такие. Я еще раз повторюсь, в нашей семье мы, в принципе, никогда фаршированные блины не ели. Вот недавно, как я начала есть рисовые, я стала и мальчикам предлагать. Но они еще не очень-то любят с мясом, хотя едят. Им больше нравятся просто блины там со сметаной или со сгущенкой, или с вареньем малиновым. Каждый, вставая, перетаскал уже. Так что я не буду много их делать, а начинку оставлю для себя. Она мне пригодится. Все-таки время на готовку уходит много. И буду заворачивать свои блины из риса. Так, друзья, и смотрите, это мой завтрак. А вот так вот я замачиваю на ночь орешки. Любые орешки рекомендует врач замачивать в воде ночью.
Вот на утро вот так вот. У меня сегодня миндаль. И вот мой завтрак, мои дорогие. Вот такой вот завтрак. 2 блина, фаршированных мясом и капустой. Салат из пекинской капусты с помидорчиком, огурчиком. Можно было и морковку, но я не стала. Просто не захотелось идти в кладовку. Оливки и орешки миндаля. Это мой завтрак. Вот так вот, друзья. Вот первый вам ПП-рецепт мой. Друзья, и сегодня у меня заказ. Поступил заказ на голубцы. Я после Нового года вообще ничего не делала на заказ. Да, вообще-то, в принципе, уже и давно не делала, как только у меня там на кухне такой глобальный ремонт. Все время забываю какие-то слова. Так, значит, как я сказала, у меня заказ голубцов, 3 килограмма голубцов мне нужно сделать. Я подготовила, уже фарш пропустила, сейчас лук добавлю. Подготовила капусту, вырезала кочерышку и буду в горячей воде. Я не люблю по другим способам. Микроволновку вообще мы в доме не признаем, по идее. Я таким дедовским способом. Сначала я кладу вот этой вот стороной вот так вот. Через какое-то время переворачиваю. Я вам покажу, что буду делать. Вода у меня кипит. Тем временем я... Так, у меня тут 2 килограмма фарша. Добавлю 300 грамм лука на килограмм. Всего 600 грамм, значит, у меня лука. Поставила я еще 2 стакана риса вариться. Рис тоже я взвесила. Получается 150 грамм на килограмм фарша я добавляю рис. Ну, рис в сухом виде. 150 грамм сухого риса. Все, я взвешивала на весах. Сейчас переключу лучок. Сделаем фарш, пока у нас будет готовиться капуста. Заморозиться они у меня не успеют, но с голубцами ничего страшного. Их можно и не замороженными отправить. К сожалению, у меня даже нет упаковки. Всегда проблема у меня бывает с этой упаковкой. Ну, придумаем, как отправить. В магазин просто наш сегодня пятница, магазин наш закрыт. В пятницу он у нас не работает. Который в селе. В селе тоже у меня есть упаковка, оказывается, я узнала, что есть. Но так получилось, что и этот магазин сегодня закрыт. Но ничего страшного. Так, сейчас будем прокручивать лук. Так, и, друзья, капуста моя уже, можно ее перевернуть. Со стороны кочерышки она у меня уже готова. И вы знаете, я вот еще как вот снимаю вот так вот листочки. Так. Теперь эти листочки еще пропарятся. Мне проще вот таким вот своим дедовским методом, друзья. И вот так вот я буду продолжать и дальше. Снова положу с той стороны, переверну, и они вот так вот выходят. И буду втаскивать листочки. И проделаю это с 2. Так, ну вот, друзья, рис я уже промыла холодной водой. Он уже остыл, и вроде бы уже вода стекла. Ну, до полуготовности он не готов, он на зубок как бы получается. И, друзья, пока капуста моя еще не готова, хочу вам показать, какая у нас погода шикарная. Солнышко, тепло. Вчера шел снег, было холодно, морозно. Снег почти 2-3 дня у нас идет. Но днем вот так вот подтаивает, а к вечеру идет. И поэтому пока еще лежит снег. Мне нравится такая погода, когда снег
морозец. Но сейчас тепло. Вот такое вот солнечное небо у нас, друзья. В такие дни настроение по-любому поднимается. Хоть мы и говорим, что все погоды хороши, но все равно, когда солнечно и на душе, даже если у тебя какие-то проблемы, если даже грусть на душе, ну, немножко становится полегче или повеселее как-то, но по-любому полегче. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Как вот этот вот солнечный, красивый зимний день. Ну, пойдемте, наверное, моя капуста тоже уже готова. Ну, теперь будем заворачивать наши голубцы. Капусту я пробланшировала, но еще немножечко бланшируется. Теперь кочерышка, где вот, ну, вот эти вот жесткие полоски я уже срезала, вот столько уже приготовила. И теперь будем заворачивать. Вот в каждый голубец я буду класть 60 грамм фарша готового. Так, заворачивать будем каждый наш голубчик. Вот так вот. Теперь посмотрим, сколько у нас получилось пока из той капусты, что я сделала. Так, 3 килограмма 905 грамм и 200 грамм убрать тару. 3700, значит, заказ мой уже все готов. А дальше надо будет еще капусту делать, бланшировать и доделывать дальше. Друзья, у меня, как я сказала, нет формочек. Сначала мы отправим мой заказ, а потом доделаю эти спокойно. И знаете, пока вот буду укладывать, я немножко поговорю с вами насчет заказов. Дело в том, что многие спрашивают, комментируют, пишут, что а что, неужели эти хозяйки неумехи, не умеют готовить? Ну и в этом плане все, короче говоря. Почему заказывают? Кто заказывает? Нет, почему? Приготовить голубцы, в принципе, не очень сложно. Например, у этого человека сегодня гости. Она тем временем готовит что-то другое. Понимаете? И боится, что не успеет приготовить все, что ей нужно. Поэтому она заказывает у меня или еще у кого-то. Обычно сейчас у меня заказывают в основном мои подписчики. Они видят, что я делаю, как я делаю. И поэтому мне доверяют. И мне не хочется, конечно, чтобы они во мне разочаровались. Поэтому вот так. Иногда, честно вам признаюсь, иногда кое-какой заказ у меня идет, в принципе, и без прибыли. Вот так получается. Ну и что ж, зато я людям сделаю доброе дело. Лишь бы я... Да и даже если в минусе, ничего страшного. В минусе не бываю. Ничего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, вот этот вот немножечко такой.
Интересно, по весу поменять же надо. Я очень боюсь весов, друзья. Хочу всегда перевешивать, потому что, говорят, недовес жуткий грех для нас. Поэтому я лучше переложу, чем не доложу. Ну, не хочу сказать, что я прям такая праведная, но я этого боюсь очень. И всю жизнь боялась. Так. И вот скажу вам, вот в действительности, вот кто почему так заказывает. Ну вот действительно, у кого не бывает времени. Кто, например, готовую продукцию заказывает, бывают вопросы. Неужели не могут сами у себя там элементарно приготовить? Могут. Но опять-таки разные, бывают же разные случаи. Спешат, некогда. Иногда не бывает продуктов, надо поехать за продуктами, там дети. А вдруг срочно нужно в больницу отвезти. И таких же вещей очень много. Поэтому это же не один и тот же человек всегда у меня заказывает. Это разные люди, у которых разные ситуации, друзья. У каждого своя ситуация. Есть, конечно, и постоянные клиенты. Но опять-таки постоянные клиенты каждый день же тоже у меня не заказывают. Вот когда у них бывает какой-то случай, что им нужно, они заказывают. Поэтому у нас же у самих, иногда я сама бывает, что вроде бы сама готовлю все, но вот срочно мне нужно что-то. Иду и в магазине там готовой кулинарии что-то да как-то покупаю. Тоже такое бывает. Поэтому мы не будем осуждать тех, кто заказывает. Так, ну это небольшой такой штрих, чтобы были немножко покрасивее. Правда, в упаковке было бы лучше, но ничего, мы сейчас его все пленкой замотаем. На эту морковку себе тоже вместе с ней, я надеюсь, потушит. Будет красота. Так, поставила варить картошку своим. Заказали у меня сегодня вареную картошку. Так, и сейчас еще немножечко зеленушки положим. Так. Ой, я расшатаю. Так, и еще немножко положим зелени. Ну, это просто для красоты. Это же, конечно, все сырое, но, может быть, клиенту будет приятно. Сейчас я напишу, чтобы она мне еще адрес не скинула. Ну, я успеваю. Ей нужно к 3 часам. Мне еще даже час запаса, поэтому спокойно сделаю. Все. Может пригодиться, да? Будет такой небольшой бонус.
Заказ я уже отправила, мои хорошие. Значит, еще бланшировала капусту, потому что мне ее остаток будет мало. Значит, я отправила 3 килограмма, ну и, наверное, грамм 400 сверху. Короче говоря, уже налеплено и отправлено. Так, теперь будем лепить дальше. Эти я просто положу в морозилку. Если понадобится, себе поедим. Вдруг будет заказ, они будут готовые. Так что вот так вот. И да, друзья, уже позвонил, вернее, не позвонил ли, я позвонила своему племяннику, посмотрела, спросила, как у них дела. Мою сестру уже положили в больницу, обследовали, начали лечение. Ну и, в принципе, ну не буду говорить, не знаю точно. Скорее всего, тут ее, ну, немножко неправильно лечили. Не хочется и врачей, конечно, обижать, но это так. Не очень правильно ее лечили. Много чего, но пока я не буду говорить. У нее и проблемы с сердцем, и проблемы с легкими, и проблема с кровообращением. Тем более у нее сахарный диабет, поэтому у нее вот такие вот проблемы, друзья. Ну вот теперь посмотрим, сколько у нас все-таки получилось голубцов. Так. Эти 4, правда, не очень-то красивые, но дома поедим. Значит, тут 3 539, по 170, ну, по 200 посчитаем. Тара, 400 убираем, 300. И 3 400 я отправила. 3 400 и 300, 6 500. 6,5 килограмм голубцов у нас получилось. Из 2 килограмм мяса, ну и остальное, что у нас там было. И капусты. 2 вилка полностью израсходовала я, а 3 немножко листиков. Правда, я вот не взвесила капусту, сколько была капуста, чтобы знать себестоимость продукта готового. Ну и вот, друзья, сегодняшний день у меня завершен. Но у меня-то еще не завершен, но сегодняшний день в ролике у меня завершен. На этом я хочу свой влог закончить. И действительно, я сейчас более-менее спокойна, что моя сестра, мне кажется, по словам моего племянника, в надежных, хороших руках, у опытных врачей, по крайней мере, опытнее, чем наши. Но еще посмотрим, пока ничего не буду говорить. Пока только идут обследования, все такое, но ей уже назначение сделали, и обследовали, и все вроде бы знают, что и как. И я как-то немножко успокоилась, потому что эти дни 10, что она была в больнице, это неопределенность, потому что вызывали к ней каждого врача, каждый врач заявляет, что это не его больная, мы не понимаем, почему, это непонимание, это незнание, это все-таки очень трудно. Поэтому я сегодня как-то более-менее уже спокойна. Алхамдулилlah, все будет хорошо. И я надеюсь, у вас, у всех тоже все будет хорошо. Если у кого-то есть больной, мы все будем желать всем больным на свете выздоровления, исцеления, но хотя бы, чтобы немножко боль была меньше. Будем молить Всевышнего об этом. На этом все, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня.